Как найти работу в период пандемии и продолжать работать удаленно? Один из ответов на этот вопрос нашла я, Элина Ким, ваша дежурная по городу. В Душанбе заработал первый центр дистанционной занятости. У каждого учащегося своя история. Кто-то не смог поступить в этом году, другие пока что не нашли работу. Объединяет их то, что на этих курсах ребята впервые узнали, что такое оцифровка контента, микрозадачи, фриланс и работа на аутсорсе. Мне в этих курсах заинтересовал очень их сборник по учебным программам и микрозадачам. Например, я раньше не знал, что есть такие микрозадачи, с помощью которых мы можем заработать, и выполняя их, мы получаем какой-нибудь опыт работы. Как бы оцифровка контентов у нас уже появилась. И там, например, обыкновенные задачи у нас бывают. Иногда сделать скриншоты, вставить скриншоты, как выполнили вы задачу. Или там, например, еще создать какую-нибудь презентацию на выбранной вами основе. Программа краткосрочных курсов рассчитана на 6 недель бесплатных занятий. Она была разработана для молодежи из уязвимой группы и необходима для улучшения ситуации с безработицей. За этот срок парни и девушки научатся связываться с местными и зарубежными работодателями и получат возможность работать дистанционно. Каждый день они учатся по 2 часа, включая пятницу. То есть с понедельника по четверг они обучают именно IT-программы, а в пятницу, естественно, они обучают деловой этикет. Душанбе Impact Hub официально открыли еще 5 марта. Однако работать он начал фактически только месяц назад из-за пандемии. Учредитель центра – Министерство труда, миграции и занятости населения в партнерстве с ЮНИСЕФ. Я живу тут по соседству и увидела объявление, и мне очень понравились эти курсы, потому что тут преподают компьютер, чтобы, хорошо узнать разлад компьютер, микрозадачи, чтобы хорошо научиться дистанционно работать в интернете. Мы открыли тут аккаунт Gmail, тут очень хорошо работает интернет. И мне очень понравились эти курсы, и я советую другим ребятам прийти сюда и учиться. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого центра за то, что нам помогли прийти сюда, учиться. Я хочу вам сказать, что ребята, те, кто есть 18 лет или 24 до 24 лет, давайте приходите к нам, учитесь что-то нового. Те, кто знает русский язык и основа компьютера, можете прийти сюда, в этот центр. Эта инклюзивная группа состоит из 11 человек. Пока в целях безопасности больше не набирают. При посадке учитывается социальная дистанция. Однако после улучшения ситуации с ковидом группы будут больше. В центре могут работать до 30 студентов и выпускников курса. Согласно проекту, в течение ближайших 2 лет такие центры откроются еще в 4 областях страны. А значит, такая возможность трудоустроиться онлайн появится у всей молодежи нашей республики. Поэтому учитесь, самообразовывайтесь, развивайтесь, а главное помните, что ваша безопасность в ваших руках.